Всех приветствуем из Республики Коми, из Коми Республиканского института развития образования. И сегодня у нас потрясающе приятная встреча, уважаемые коллеги, нам предстоит. И эта встреча будет, мы очень надеемся, профессионально очень интересной, профессионально очень вкусной. Ну и, конечно, все те вопросы, которые вы задавали, мы передали их нашему гостю встречи. Поэтому я думаю, что разговор состоится такой профессионально очень насыщенный. Поэтому меня зовут Татьяна Валерьяновна Хабарова, если с кем-то мы из вас еще не знакомы, уважаемые коллеги, поэтому мы благодарим вас всех за то, что вы пришли на эту встречу. Среди участников встречи очень приятно, что у нас есть специалисты нашей системы дошкольного образования Республики Коми из разных городов. Мы видим здесь коллег из Воркуты, коллег из Инты, мы видим коллег из нашего города Сыктывкара, столицы Республики Коми, города Ухты, ну и так далее, и так далее. И второй момент, который также очень приятен, это то, что среди участников нашей сегодняшней встречи есть как специалисты детских садов инновационных площадок, вот я вижу по приветствиям, так и, конечно же, очень приятно, что на эту встречу у нас пришла Ирина Павловна Вайс, это наш абсолютный победитель республиканского конкурса «Воспитатель года», которая 2021, которая сама непосредственно видела нашего гостя вживую в городе Сочи, где проходил в этом году всероссийский конкурс «Воспитатель года». И еще очень приятный момент, что среди участников встречи у нас есть Оксана Анатольевна Курилова. Это наш победитель номинации, одной из номинаций конкурса от рыбаков фонда, который организован университетом Одесса, поэтому мы очень рады таким замечательным нашим педагогам, которые есть сегодня на встрече. И, уважаемые коллеги, прежде чем мы начнем встречу, маленькое такое для вас как бы пожелание. Ну, в компании ProofMe они тоже постоянно совершенствуются, и у них есть наверху, если вы видите, такая небольшая ладошечка. Поэтому, если вдруг у вас будет желание о чем-то спросить Ольгу Валентиновну или просто выйти в эфир, чтобы что-то сказать, вы просто нажимаете эту ладошку, это означает, что вы поднимаете руку. И мы в любой момент вас можем сделать говорящими, то есть предоставить вам права спикера. Поэтому если это будет так, просто дайте об этом знать, и я с удовольствием наделю. В первую очередь, конечно же, я обращаюсь к Оксане Анатольевне, к Анне Александровне, это наши логопеды, учителя, да, к Ирине Павловне Вайс. Если будет желание, то, пожалуйста, можете спросить о чем-то Ольгу Валентиновну. Ну и сейчас, уважаемые коллеги, еще раз спасибо всем. Я думаю, что мы начинаем нашу встречу, и мы приглашаем выйти в эфир прекрасную молодого, прошу прощения, педагога, Ольгу Валентиновну Хитрову, это учитель-логопед из детского сада номер 93 города Рыбинска, Ярославской области. Поэтому, Ольга Валентиновна, мы все вас очень ждем. Пожалуйста, подключитесь. Это абсолютный победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Мы ждем выхода в эфир Ольги Валентиновны для того, чтобы начать встречу. Ольга Валентиновна, пожалуйста, очень надеемся, очень как бы в ожидании. Да. Вот наша Ольга Валентиновна. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Просто, пожалуйста, пока что-нибудь скажите, чтобы мы понимали, что все в порядке. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно. Ну, Ольга Валентиновна, прежде чем вы начнете свое, наверное, такое повествование, да, чем вы живете, как вы мыслите, как размышляете, разрешите, пожалуйста, еще раз поздравить вас от всей Республики Коми, от всего нашего профессионального сообщества, которое в данный момент на этой встрече, которое потом будет смотреть встречу в записи, с такой очень значительной вашей личной победой, этой победой в этом всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». Миссия, конечно, у вас предстоит непростая, потому что миссия, она заключается победителя в том, чтобы все то лучшее, что есть на сегодняшний день в дошкольном образовании, транслировать как можно дальше, помогать людям, потому что все это, в конце концов, приходит к нашим детям. Поэтому мы вас еще раз поздравляем, желаем, чтобы у вас всегда оставались такие же лучистые, ясные, светлые глаза, чтобы такая же была замечательная улыбка, чтобы вы действительно были рядом с детьми, потому что детям очень нужны такие педагоги, но и чтобы у вас все было просто очень хорошо, на душе, рядом с вами. Поэтому, да, поздравляем вас от всей души. Спасибо большое, очень приятно, спасибо большое. Можно включить аплодисменты. Поэтому, уважаемые коллеги, с удовольствием передаю слово Ольге Валентиновне, потому что она поведает нам о том, чем она взяла
в смысле профессиональном, вот именно такое конкурсное мероприятие, как она его проходила, какие интересные свои находки она имеет на сегодняшний день. Поэтому, Ольга Валентиновна, пожалуйста, вы всегда помните, что если нужна будет наша помощь, просто скажите, обратитесь ко мне, и я снова выйду в эфир, чтобы вам помочь. А пока с большим удовольствием предоставляю вам слово. Пожалуйста, удачи. Спасибо. Уважаемые коллеги, я прошу вас сейчас обратить внимание на видео. Коллеги, как вы думаете, какая стена более привлекательна для ребенка и почему? Посмотрите на фото 1 и фото 2. Как вы думаете, какая более привлекательна? Прошу вас ответить в чате. Цифра 1 или цифра 2? Здорово, спасибо за вашу отзывчивость. И я так решила, когда задумалась над преобразованием предметно-пространственной среды своего кабинета. Идею мне подсказали слова Елизаветы Ивановны Тихеевой: «В пустых стенах ребенок не заговорит». А как сделать так, чтобы стены заговорили, заработали, чтобы они стали не только инструментом для решения педагогических, логопедических задач, но и местом, где дети сами выбирают виды активности, при этом выражая себя сотнями языков. У ребенка 100 мыслей, 100 способов думать, играть и говорить, 100 способов слушать, восхищаться, любить, 100 радостных чувств, чтобы петь и понимать 100 миров, чтобы совершать открытия. Создание творческой образовательной среды, поддерживающей инициативу ребенка, это один из ключевых моментов в системе дошкольного образования согласно государственному стандарту. Ее привлекательность, необычность создает возможности для множества детских вопросов, умозаключений, утверждений. Мнение детей очень важно услышать. Дети могут многому научить. Главное – уметь их понять, поддержать и идти рядом. Поэтому свою работу я начала с выявления детских интересов. Исходя из них, мной были определены зоны логопедической стены, которая в последующем превратилась в логоборд, площадку для активизации речевой активности детей, совместную деятельность и возможность передать свои чувства, мысли, идеи. Трансформация имеющегося пространства с помощью обоев, коврового полотна и целого набора неоформленного материала позволила сделать совместную деятельность более творческой и увлекательной для детей. При этом помогала решать поставленные задачи. Каждый блок коррекционной работы нашел свое место в логоборде. Так, например, блок «Веселый язычок», где работа направлена на развитие артикуляционного аппарата. Ребята выполняют упражнения в игровой форме со своими предварительно созданными рисунками на обоях. При этом дети не только проявляют творческую активность, но и придумывают различные сказки по рисункам, выполняя при этом артикуляционные упражнения. Блок «Ветер, ветер, ты могуч» направлен на развитие речевого дыхания. Используется пособие на магнитной доске. Например, ребенок помещает в рамку свой рисунок и дует на дождик. Но особый интерес у детей вызывает пена, нанесенная на зеркало, где с помощью подручных средств создаются различные узоры. Дети активно придумывают сами варианты взаимодействия с логобордом. Так, например, Ваня придумал интересный вариант работы с пеной. Он собирает ее в ладошку и сдувает на зеркало. Следующий блок – «Живая рука». Включены игровые упражнения, направленные на развитие мелкой моторики пальцев руки. Дети любят создавать контурные изображения и линии, рисовать помадой на зеркале, а также на пенном поле. В этот момент проходит автоматизация поставленных звуков изолированно или в слогах. Так однообразный и порой скучный процесс превращается в удивительную игру.
Следующий блок – мои эмоции. Проводится игра «Угадайка». Работа проходит в парах или в мини-группах. Один ребенок проговаривает фразу, наделяя ее эмоциональным состоянием, которое отражает с помощью мимики, жестов, интонации, а другие дети отгадывают и воссоздают эмоцию на логоборде. Следующий блок – звуковичок. Работа ведется по автоматизации и дифференциации поставленных звуков. Дети создают звуковые слоговые дорожки, вспоминают предметы или животных, названия которых есть закрепляемый звук, рисуют на обоях, при этом четко проговаривая то, что получилось в итоге, придумывают сказки на основе своих рисунков. Детям очень нравится взаимодействовать с результатами своего творчества, что позволяет мне, как логопеду, быстрее автоматизировать звуки в речи. Следующий блок – речевичок. Направлен на развитие лексико-грамматического строя и связанной формы речи. Вроде бы традиционные упражнения на логоборде превращаются в удивительные. Так, например, игра «Один много», где дети самостоятельно создают предметы, прикрепляют их на никтограф и считают их. Или игра «Назови ласково». Ребенок рисует на обоих большой и маленький предмет, проговаривая слова в процессе рисования. В работе с антонимами играем в игру «Мы такие разные». Ребенок находит и соединяет антонимы или рисует их самостоятельно. В процессе работы по развитию навыков словообразования ребенок рисует банку и соединяет с ней фрукты, называет варенье, которое получилось в итоге. Для развития связанной речи дети создают своих героев, дополняя перчатки, клубки, варежки различной атрибутикой. Придумывают сказки на основе своих героев. В театрализованной деятельности дети проявляют те умения, которыми они овладели на протяжении всех блоков. Логоборд стал не только моим помощником в коррекционной работе, но и полноправным участником образовательного процесса. Дети уже с огромным удовольствием бегут в логопедический кабинет, придумывают новые игры, при этом проявляют весь спектр своего творческого потенциала. И так незаметно для детей ведется логопедическая работа. Идеи детей важно услышать, развить. Так, например, наблюдая за увлечением детей игрой в попыт, мне как логопеду на ум пришло сразу несколько упражнений, которые помогают решать самые разные задачи. Так, например, автоматизация звука «л». К примеру, в слогах. Ребенок называет закрепляемый звук в слогах и при этом щелкает пупырки каждым пальцем отдельно. Например, ла, ло, лу, лы. Или, например, работа над слоговой структурой слова. Очень актуально у нас логопедов, это западает, к сожалению, у многих детей. Я называю слово, например, сковорода, также каждым отдельным пальцем. И даю ребенку, а теперь ты. Ребенок возвращает на место пупырки, при этом проговаривая слово, и уже наглядно на кончиках пальцев ощущает и чувствует каждый слог. Или, например, можно поиграть в магазин. Ребенок приходит в магазин и говорит: я хочу купить, например, стол. А сколько столов ты хочешь купить? И ребенок называет: я хочу купить 1 стол, я хочу купить 2 стола, я хочу купить 3 стола, я хочу купить 4 стола, я хочу купить 5 столов. И очень много разных игр, которые помогают нам преобразовать в нашей деятельности. Так, тренд этого лета занял свое место в нашем логоборде. Логоборд вышел за пределы моего кабинета. Родители и воспитатели также стали создавать зоны логопедической стены, с которыми активно взаимодействуют дети. Я вижу положительную динамику в речевом развитии детей. Это позволяет мне сделать вывод, что моя находка логоборд – это отличное педагогическое решение для повышения мотивации детей на исправление своих речевых недостатков. Но и также это уникальная полифункциональная площадка для всестороннего развития личности ребенка. Мы вместе ушли от монотонности и статичности к активной продуктивной деятельности, что стало эффективным решением задач развития речи детей. Получается, что вдохновленная процессом и результатами работы с логобордом, я вдохновляю других. Пусть таких развивающих пространств в детском саду станет больше. Пусть появится логоград, в котором весело, интересно
и познавательно. Спасибо, приглашаю вас к сотрудничеству. Также я хотела с вами провести мастерскую, которая была представлена на конкурсе, но, к сожалению, очень бы хотелось бы мне с вами повзаимодействовать вживую. К сожалению, у нас сейчас такие условия, мы с вами находимся очень далеко, и нет такой возможности. Но, Ольга Валентиновна, сейчас, секундочку, подождите, пожалуйста, да, да? конечно. Да, спасибо. Очень хочется именно по педагогической находке сначала вашей, да? Да, конечно. Вот такая первая часть. Поэтому я приглашаю к профессиональному разговору, коллеги, если кто готов, Оксана Анатольевна, Анна Александровна, кто у нас, коллеги, готов задать вопросы Ольге Валентиновне, вы, пожалуйста, дайте знать, мы вам это предложим сделать. Ольга Валентиновна, у меня пока есть тоже ряд к вам вопросов, можно вам их задать, да? Да, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, вот я, может быть, что-то упустила или что-то пропустила, именно связано, почему это ваша находка? Где-то, видимо, не пропустила. Именно ваша, но вы же ее заявляете как моя педагогическая находка, то есть аналогов Российской Федерации нету, да? Аналоги есть, конечно. Очень многие воспитатели также используют подобные варианты работы со стеной, но они ее используют немножко иначе, именно в своих воспитательских задачах, для решения каких-то там математических задач и так далее. То есть я использую ее именно в том русле, которое необходимо именно мне, и которая помогает решать те задачи, которые стоят перед нами с детьми. То есть подобное использование пространства, преобразование той среды, которая уже есть на данный момент с помощью обычных, казалось бы, материалов, позволяет нам с детьми сделать нашу деятельность более эффективной, повышает мотивацию детей на исправление этих своих недостатков. А также я наблюдаю у детей неподдельный интерес. К сожалению, дети, которые имеют различные нарушения речи, они осознают это нарушение, они замыкаются в себе, и на занятиях очень тяжело из них, так скажем, вытащить эту речь, чтобы они были как раз активны, самостоятельные, могли проявить инициативу. И как раз логоборд помогает мне в этом непростом деле. Хорошо, спасибо. И еще у меня один вопрос. Вот вы сказали, что вы вдохновились тем, что, как бы увидели результаты своего труда, да? Вот вы в конце сказали. Вы сказали, что, возможно, через какое-то время здесь будет Логоград. Я сразу вот смотрю, думаю, а почему не Речи-град, например? То есть связано с... Вот как-то немножко поясните, почему именно лого? То есть не речь, а лого. Вот как бы эти моменты. Это немножко игра слов. То есть здесь кто уже что хотел бы вложить в этот смысл. То есть лого, это для меня имеется в виду, что это логопедический град, где решаются и не только речевые задачи, но и поддержка творческого потенциала детей. Это и поддержка различных инициатив. То есть здесь не только работа именно над речью, как над узкой специальностью, направлением, а именно сюда добавить еще и все то, что логопеды, педагоги как раз решают вместе со своими детьми. То есть мы, логопеды, мы давно уже перестали быть теми педагогами, которые занимаются только исправлением речевых нарушений. Мы также и воспитываем, мы также и помогаем детям быть более самостоятельными и так далее. То есть мы развиваем в них не только речевые аспекты. Хорошо. И еще тогда один такой момент. Вот Оксана Анатольевна готова тоже подключиться к разговору. Сейчас я сделаю ее спикером. Ольга Валентиновна, скажите, пожалуйста, а вы как специалист, вы вот в группы выходите, чтобы просто в течение дня побыть с детьми? Не на специальных каких-то там занятиях, индивидуальных, подгрупповых, а вот просто прийти, может быть, какую-то песенку спеть, что-то с ними поделать руками вот в течение дня. У вас есть вот как бы такая практика, как у логопеда? Если я, есть, к сожалению, могу себе такое редко позволить. Я думаю, что логопеды, коллеги тоже поймут, о чем я говорю. У нас сейчас, к сожалению, очень большой поток детей, у которых есть нарушение речи, вот именно в том масштабе, который сейчас мы имеем. И то есть у нас, получается, наш рабочий день,
Он как белка в колесе. Взяли ребенка, позанимались и так далее, и так далее. И, конечно, в промежутках я даже, бывает, делаю немножко это тайно, чтобы послушать, как мои звездочки, которые вот только что в кабинете замечательно выговаривали звуки, красивые у них такие речи были, как они это все применяют в своей жизни. И я очень часто слышу, я думаю, что логопеды меня тоже поддержат, что, к сожалению, многие ребята, когда выходят из логопедического кабинета, они очень многие свои навыки, которые были вот вроде только что получены, они также в кабинете их и оставляют. Поэтому очень мне важно как раз ходить в группы, слушать, как дети говорят, что они используют в своей речи, какие они ошибки совершают, которые я не слышу, например, на своих занятиях. То есть это больше такие вот пятиминутки нахождения вместе с ребятами в группе. Хорошо, спасибо. Оксана Анатольевна, вы можете выйти в эфир, потому что я назначила вас как бы спикером, говорящим, поэтому попробуйте, да, выйти в эфир. Оксана Анатольевна, сейчас, если у нее получится, она тоже, да, получается, подключается. Не видим, пока видим просто руку, Оксана Анатольевна. Оксана Анатольевна, что-то, может быть, пока не видим, не слышим. Так, Оксана Анатольевна, давайте еще раз. Вот, Оксана Анатольевна, появилось изображение, только ваше. Ну, скажите что-нибудь, может быть, чтобы мы вас услышали пока. Но пока, да, пока что-то не получается. Поэтому вот есть какой-то вопрос здесь. Ольга Валентиновна, посмотрите, пожалуйста, в чате тоже, пока мы с Оксаной Анатольевной. Или какое-то мнение. Да, я вижу, Надежда Каргина. Да, при логопедии дети просто себя контролируют, а при воспитателе привычная обстановка. Да, так бывает. И даже бывает, что по лестнице, когда мы встречаемся с детьми, они все сразу говорят «Здравствуйте!», четко выговаривая, выделяя те звуки, которые были поставлены. Воспитатели, мы всегда очень часто смеемся, что реакция на логопеда у детей повышенная, и это здорово. Хорошо, спасибо. Приходить. Да, спасибо. Давайте еще раз попробуем. Оксана Анатольевна, пожалуйста, попробуйте. Ну вот, Оксану Анатольевну видим. Теперь что-нибудь, Оксана Анатольевна, попробуйте что-то сказать, что-то со звуком, наверное, да? Нет, не слышим, Оксана Анатольевна, не слышим, видимо, что-то со звуковыми настройками. Посмотрите, пожалуйста, хорошо? Мы пока тихонечко будем продолжать. Если что, вопросы или мнения можно писать, наверное, в чате. Ну, как бы вот пока так, да, Ольга Валентиновна? Поэтому я ухожу тоже из эфира, Оксана Анатольевна тоже пока уходит из эфира. Скорее всего, вопросы немножко попозже. Поэтому продолжайте, пожалуйста. Так, давайте. Уважаемые коллеги, я предлагаю вам сейчас перейти в мастерскую. И здесь я прошу от вас активно отзываться в чате, так как у нас, к сожалению, нет такого возможности общаться с вами вживую, но слава богу, что современные технологии позволяют нам, несмотря на то, что мы находимся с вами территориально очень даже далеко друг от друга, мы можем друг друга видеть, слышать и общаться. Это здорово. А сейчас я попрошу вас, уважаемые коллеги, обратите внимание на слайд. А какие ассоциации вызывает у вас данная картинка? Можете прямо в 2 словах написать в чате. Какие ваши ассоциации? Не что именно вы видите, а ваши ассоциации. Спасибо, коллеги. Я вижу здесь образ моих воспитанников. Дети с речевыми нарушениями часто замыкаются в себе, не идут на контакт, словно этот зайка, который спрятался в кармане. У таких детей плохая восприимчивость ко всему новому, неустойчивое внимание, нарушена эмоционально-волевая сфера и недостаточная познавательная активность. Я думаю, что, коллеги, вы со мной согласитесь, что данная проблема, она актуальна и сейчас, как никогда. Попробуем найти сегодня ответы на такие вопросы, как найти контакт с такими детьми, как создать условия для ребенка, где он смог бы себя раскрыть, как сделать свои занятия интересными и непринужденными и при этом решать коррекционные задачи. Коллеги, мы все с вами прекрасно знаем, что ведущий вид деятельности в детском саду – это, прошу написать в чате,
Отлично, замечательно. Я предлагаю вам тоже сегодня немножко поиграть. Напишите в чате буквально плюсиком, те, у кого сегодня есть карманы. Здорово. Интересно. А что же положили в карман вы, придя на нашу встречу? Продолжите фразу «ла-ла-ла, я в кармане принесла» или «ос-ос-ос, я в кармане вам принес». Можете дописать в чате только ту фразу, тот предмет, который вы принесли с собой, что у вас лежит в кармане. И проговоримся вместе «ла-ла-ла, я в кармане принесла» и напишем в чате то, что у вас лежит в кармане. Здорово. С помощью такого игрового упражнения мы с вами решали задачу содействовать активизации звуков «с» и звука «л» в речи детей. А в кармане у детей может быть много интересных предметов, и это мы с вами точно уже знаем, которые в детских руках могут превратиться во что угодно. И рождается маленькое чудо, созданное ребенком. Я попробую вам сегодня показать, как можно создать необычный театр. Театр в кармане, где используется неоформленный материал для изготовления кукол по замыслу и желанию детей, с которыми они действуют и реализуют свой замысел. Итак, театр в кармане. У меня в кармане, как и у ребенка, может оказаться рукавица. Но прежде чем с ней взаимодействовать, мы обязательно с детьми рассматриваем и изучаем рукавицу и говорим то, что мы знаем о ней. Какая она? Коллеги, а какая это рукавица? Как вы думаете? Прошу вас, напишите в чате буквально 2 слова. Замечательно, здорово. На занятиях рукавица может превратиться в героя сказки про веселый язычок. Уважаемые коллеги, я прошу вас вместе со мной повторить маленькую артикуляционную гимнастику. Тем более, что вас никто не видит, не стесняемся. Язычок с утра проснулся. Также возьмем ручку, сделаем. Открываем и закрываем рот. Влево-вправо повернулся, делаем упражнение часики. Вверх и вниз он посмотрел. Упражнение качели. Еще немножко порезвился. Вкусное варенье, облизываем губы по кругу. И в свой домик возвратился. Спрятали язычок. Спасибо, уважаемые коллеги. Я уверена, что я делала гимнастику не одна, а вместе с вами. Уважаемые коллеги, попрошу вас написать в чате, какую задачу мы с вами только что решали. Буквально 2-3 слова, кратко та задача, которая только что решалась. Как вы думаете? Так. Угу. То есть развитие артикуляционного аппарата, к примеру. Спасибо большое. А у меня в кармане может лежать и клубок ниток, который сразу превращается в колобка. Уважаемые коллеги, давайте вместе вспомним сказку «Колобок». Какие герои встретились нашему колобку на пути? Напишите в чате, кого вы помните, кого знаете, какие герои были в сказке «Колобок». Так, волк. Замечательно, вы точно знаете сказки, вы большие молодцы. Уважаемые коллеги, я сейчас произнесу фразу «Колобок, колобок, я тебя съем» с той интонацией, мимикой героя, которого я загадаю. Ваша задача отгадать, какой это был герой. Колобок, колобок, я тебя съем. Кто же это, как вы думаете? Интересно, замечательно, здорово. Спасибо, коллеги, за вашу отзывчивость. А как вы думаете, подобные игровые упражнения какой задаче способствуют
еще раз, подобные игровые упражнения помогают решать какую задачу, как вы думаете? Какая задача решалась в данный момент? Мгм. Спасибо большое за ваше мнение. А как вы думаете, что может еще оказаться в кармане у ребенка? Что вы встречали, возможно, какие были у вас интересные случаи? Да, конечно, это игрушка, это может быть и платок, это может быть и заколка, и резинка, и даже прищепка, и все что угодно. Дети используют варежки, клубки, дополняя дополнительными атрибутами, которые находятся также у них в карманах, либо те, которые представлены перед ними, они дополняют своих героев, создают их, и при этом показывают те сказки, которые они придумывают. В это время они решают совершенно уже другие, точнее мы уже решаем совершенно другие задачи. Как вы думаете, какие? При придумывании и показе сказки своих собственных, какие задачи решаются у детей? Какие задачи мы решаем? Спасибо, коллеги. Здорово, замечательно. Прошу вас в чате отметить плюсиком тем, кто сегодня ничего не положил в свой карман. Или даже те, у кого сегодня нет кармашка. Есть ли среди нас такие коллеги? В таком случае я предлагаю вам использовать театр руки. Изобразите с помощью руки паука. У меня будет вот такой паучок. А оживить его помогут гонзики. Детям очень нравится оживлять своих паучков, своих героев театра руки с помощью гонзиков. Жил-да был веселый паучок. И были у него быстрые, сильные лапки. Давайте вместе с вами покажем, как раз развиваем нашу мелкую моторику. А все потому, что паучок был таким веселым, таким шустрым, он занимался фитнесом. Коллеги, а если среди вас те, кто занимается фитнесом, пожалуйста, тоже отметьте плюсом в чате. Угу. Кто-то не занимается, а кто-то занимается. Коллеги, я предлагаю вам сейчас не терять время и вместе заняться фитнесом. Но не обычным фитнесом, а фитнесом для рук. Соединяем ручки вместе и делаем крестообразные движения каждым пальцем. Сначала большим. Раз, два. Указательным. Раз, два. Раз, два. Чередуем пальцы. Раз, два. Раз, мизинцы самое сложное, два. А теперь ускоряемся, готовы? И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь усложняем немножко движения наши и делаем крестообразные движения сразу двумя пальцами. Раз, два, соединили обратно. Раз, два, соединяем обратно. Раз, два, соединяем обратно, и раз, два, а теперь ускоряемся, и раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь сделаем такой красивый веер, и будем загибать каждый палец по очереди. И ускоряемся, раз, должна получиться такая красивая волна. Уважаемые коллеги, а какая задача решалась с нами сейчас? Какую задачу мы решали? Замечательно, спасибо. Сегодня в нашей мастерской я показала вам несколько элементов, как можно включать в театрализованную деятельность неоформленный материал и при этом решать коррекционные задачи. Уважаемые коллеги, а скажите, пожалуйста, что в следующий раз вы положите в свой карман на встречу с ребенком? Что теперь окажется в вашем кармане?
Здорово. Замечательно. Уважаемые коллеги, спасибо вам за вашу отзывчивость, за вашу активность и за вашу находчивость. К сожалению, я настолько увлеклась, что забыла вам пролистать слайды. Вы можете посмотреть, как это мы делаем с детьми. Подобные упражнения, которые были сейчас представлены в мастер-классе. Спасибо вам за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Оксана, простите, отчество не знаю. Спасибо вам большое за вопрос. Я считаю, что развитие эмоций и именно эмоционального словаря очень важно. И не только для воспитателя, но и для логопеда, конечно, для нас всех. Потому что, к сожалению, мы очень часто, наверняка, вы слышали на утренниках выступлений детей, когда они рассказывают стихотворения, даже вот совсем скоро они будут радовать Дедушку Мороза различными стихотворениями. И там, к сожалению, эмоций не хватает. Дети заучивают текст, и они не могут выразить свои эмоции через слово. Только жесты, мимика, эмоции. А вот именно интонация, когда мы можем с помощью словесных каких-то вариаций понять, как себя чувствует человек, что он хотел именно этим сказать. Вопрос, либо это ответ, какие-то простые конструкции. То есть это необходимо все развивать в детях, чтобы они потом смогли быть не только звездами на эстраде, но они могли и в жизни так увлечь своим словом своего собеседника, чтобы получить от этого максимум желаемого результата. Так, сейчас, секундочку. В логоборде, например, мы также... Так, я поняла, Оксана, что это все про эмоции. Например, на логоборде мы используем самое любимое сейчас на данный момент часть логоборда у детей – это огромный попыт. И поэтому мы придумываем различные вариации с его использованием. И при этом, например, ребенок может щелкать пупырки и проговаривать чистоговорки. Например, ла-ла-ла, девочка спала. При этом каждую строчку с каждым слогом мы пробуем произносить с разной интонацией и с разными эмоциями. То есть вот такие вот вариации возможны. Атрибуты для театра. Атрибуты, да, для театра мы делаем совместно. То есть что-то есть уже у детей. Очень часто после таких вот наших экспериментов дети уже с собой приносят различные платки. Вот именно не просто носовые, а то, что они дома найдут, то, что можно украсить, дополнить свои варежки. То есть они какие-то вариации для атрибутики приносят свои, что-то я приношу. Например, различные глазки наклейкой основе, конечно, это с моей стороны, это вызывает неподдельный интерес у детей. Они очень часто берут себе и домой, чтобы дома поделать подобные игрушки, и при этом отрабатывать все те как раз моменты, которые мы с ними прорабатываем. Я извиняюсь за тавтологию. То есть здесь уже идет взаимообмен. Что-то предлагаю я, что-то предлагают дети. И очень часто, к сожалению, мы, педагоги, не умеем слышать детей. То есть мы слышим то, что он хочет, мы понимаем, что нам сейчас на данный момент на нашем занятии это абсолютно ни в какие рамки не входит и не помогает решать те задачи, которые мы перед собой ставим. Мы отодвигаем эту инициативу ребенка на второй план. Например, давай мы после занятий это с тобой сделаем или еще что-то. К сожалению, так сейчас это не работает, потому что если мы отодвигаем, то интерес у ребенка он падает, и, к сожалению, потом этот интерес вновь зажечь будет очень сложно. Ребенок, возможно, даже потеряет там какое-то доверие, потому что он преподнес свою идею, от которой мы здесь же и отказались.
То есть, если ребенок мне какую-то инициативу свою проявляет, что-то предлагает, мы обязательно это будем делать. И я понимаю в процессе, пока мы делаем то, что нам предложил ребенок, как можно это модернизировать и при этом решать коррекционные задачи, а не только то, что видит в этом ребенок. То есть, например, вот так вместе в симбиозе мы помогаем друг другу. Ребенок подкидывает мне замечательные идеи, а я потом их видоизменяю, и мы уже вместе получаем не только интерес, но и пользу. Спасибо вам, коллеги. Да, и, Ольга Валентиновна, тоже мы вас благодарим за то, что вы вот все-таки на стороне поддержки детской инициативы, на стороне как бы развития детских интересов. Вы очень правильную фразу сказали, что нельзя неуважительно относиться к тому, что предлагает ребенок, да? Поэтому вот мы вас очень за это благодарим, потому что действительно идей у детей на сегодняшний день огромное количество. Я думаю, что они такими важными учителями являются для каждого из нас. Поэтому спасибо вам большое. Вот если у коллег еще есть вопросы, коллеги, пожалуйста, задавайте по тому содержанию, по такой первой нашей части встречи, да, Ольга Валентиновна, когда вы представили то, с чем вы выступали на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Правильно я тебя понимаю, да? То есть педагогическая находка и фрагмент мастерской, который был показан уже в финале этого конкурса. Поэтому, уважаемые коллеги, мы обращаемся к вам. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете их задать. Если кто хочет выйти в эфир, можете выйти в эфир, дать об этом нам знать. Вот. Но Ольгу Валентиновну мы, наверное, попросим теперь начинать отвечать на те вопросы, которые были заданы, да, нашим профессиональным сообществом, или что-то еще вы хотите нам из своего опыта протранслировать? Нет, я готова, в принципе, ответить, да, на вопросы. И, уважаемые коллеги, пока мы с вами тут общались, там даже вышло солнышко. Спасибо вам за ваше настроение. Видимо, вы подаете нам лучики задора, лучики счастья, веселья. Это все здорово. Да, у нас север он такой. Поэтому, Ольга Валентиновна, скажите, пожалуйста, вот как бы передо мной тоже лежат вопросы. Как вам будет удобнее? У нас мы разделили вопросы на две части, да? То есть те вопросы, которые касаются вашей профессии и вашего профессионального видения, все-таки каким сегодня должно быть и дошкольное образование, и как, и так далее. А вторая часть вопросов, она посвящена именно вашему участию, вашей подготовке к конкурсу, потому что, это тоже очень такая важная часть для тех, кто собирается только вступить в конкурсное движение, либо кто прошел. Поэтому вот вам как будет удобнее? Вы сами будете из первой части вопросы выбирать и на них отвечать, либо я вам буду их задавать, и вы будете отвечать. Вот как вам по первой части? Вопросы у вас как бы есть перед глазами. Может быть, сами тогда, да? Сами? Да, давайте. Я могу, на самом деле, зачитать вопрос и дать на него ответ. Сейчас, секундочку, у меня только он откроется, документ. Так. Пока тогда начну первый вопрос. Ольга Валентиновна, сколько вы работаете? Это был первый вопрос. В плане, какой стаж вашей работы? Еще раз. Еще раз. Первый вопрос из этого блока, он был, сколько вы работаете? То есть стаж вашей деятельности, он какой, сколько составляет? Стаж моей деятельности, на самом деле, уважаемые коллеги, он очень-очень маленький, потому что я в профессию пришла в 2015 году. Я снимаю шляпу перед теми коллегами, которые сейчас находятся на встрече, потому что знаю, что среди вас большинство имеет стаж гораздо больше, чем у меня. То есть мой стаж, он совсем небольшой, но при этом я стараюсь не стоять на месте, как бы это сейчас не звучало смешно, но тем не менее, имея какие-то позитивные какие-то моменты в своей профессиональной деятельности, я стараюсь сделать так, чтобы их стало все больше и больше. Начиная в 2015 свою работу, я понимала, что мне не хватает именно каких-то практических знаний, практических навыков, хотя я до этого тоже имела возможность заниматься с детьми,
И каждый год он преподносил мне новые сюрпризы. Это также и конкурсы, в которых я с 16 года участвую, и это также различные методические объединения, которые проходят в нашем городе, так же, как и, в принципе, у всех. Это также различные курсы повышения квалификации. То есть каждый год я пополняла свою копилку и также планирую в дальнейшем этим заниматься. Но вы знаете, маленькая такая ремарочка, мне кажется, у вас очень большой даже стаж работы. То есть с 2015 года это 5-6 лет, это целая жизнь. И мне кажется, вам не надо стесняться, у вас хороший стаж работы, когда у вас много сил, у вас много энергии. Мне кажется, это очень здорово. Так что, Ольга Валентиновна, все у вас в порядке со стажем. Поэтому я думаю, что открылся документ у вас, да? Спасибо большое. Да не за что. У вас документ открылся, где наши вопросы, да? Он почему-то у меня грузится очень долго, я не могу понять, почему. Хорошо. Ну тогда можно тогда я вам буду задавать. А, Как вот только все, он откроется. открылся. Открылся, да? Да, открылся. Все. Современный Тогда вы ребенок выбираете какой? любой вопрос, на который вы готовы ответить, и я ухожу из эфира. И Мгм. потихонечку так отвечайте, да. Мы будем с удовольствием вас слушать. Мгм. Хорошо, хорошо, спасибо. Современный ребенок какой он? Наверное, размышлять на этот вопрос нужно нам всем вместе, потому что мы видим, что дети, они с каждым годом становятся все более интересные, более активные, более инициативные. Наверное, это как раз благодаря тому, что мы активно включаем все-таки все эти методы и приемы, которые есть вокруг нас, в свою деятельность и стараемся их не обходить. При этом дети, современный ребенок, он очень, как бы сказать, он как губка, он впитывает все то новое, что мы ему даем, при этом он успевает эту информацию переработать под себя, понять то, что ему близко, что не близко. То есть ребенок не принимает все вокруг, а принимает только то, что ему интересно. И нам как раз, педагогам, очень важно сделать эту деятельность, совместную деятельность такой, чтобы детям было интересно узнать то, что мы хотели бы им преподнести. И чтобы это ни в коем случае не выглядело как в школе, что первое, второе, третье и так далее. Я думаю, что это, наверное, даже какие-то банальные мысли, но каждый ребенок, он индивидуален, и каждому нужен все-таки индивидуальный подход, потому что есть дети тактильные, есть те, кто понимает только зрительную информацию, нужно под каждого подстроиться. И при этом есть дети, которые невероятно любят игровую деятельность, а есть и те, кому более интересно как учебный процесс. То есть здесь нужно именно быть педагогу, самому педагогу очень мобильным, таким же мобильным, какими сейчас являются и дети. То есть современный подход, он этого, в принципе, от нас, от всех и требует. Я думаю, что, коллеги, может, вы поддержите мои какие-то мысли или, наоборот, их опровергнете. Потому что какой он современный ребенок? Он разный. Так, что для вас является главной ценностью в профессии педагога? Для меня, это лично для меня, самая главная ценность в профессии педагога именно в дошкольном образовании – это уникальная возможность проживать и находиться в мире детства каждый день. Никогда не знаешь, когда ты приходишь на работу, как пройдет твой рабочий день, потому что дети, они преподносят какие-то новые идеи, новые варианты работы с тем или иным материалом, они придумывают какие-то новые сказки, то, что у нас в кабинете происходит, они придумывают, что они только не придумывают. Никогда не знаю, что сегодня, например, будет такой день, а завтра другой. Каждый день он не похож друг на друга, и в этом, наверное, ценность именно мира детства, именно работы в детском саду, когда ты получаешь удовольствие от работы, от общения с детьми, хотя, казалось бы, они маленькие, они много чего не знают, что знаем мы, но на самом деле здесь идет как раз немножко как раз
взаимообмен, потому что у нас больше знаний, но у детей немножко другое уже видение этого мира. И очень часто даже на занятиях дети мне говорят такие вещи, о которых я никогда не задумывалась. И даже если мы выполняем какое-то упражнение, какие-то игровые упражнения, какие-то игры и так далее, ребята иногда придумывают какие-то свои интересные правила или придумывают, находят новое видение того, что мы, взрослые, наверное, никогда бы не смогли придумать. Потому что у нас все-таки была немножко иная система воспитания и образования, и мы немножко узко смотрим на ту или иную ситуацию, а дети, они видят гораздо больше вариаций, и очень здорово, что как раз мы сейчас создаем все условия для того, чтобы дети видели как можно больше этих вариаций и выбирали именно то, что им более близко. Так, какой еще тут есть вопрос? Сейчас, секундочку, коллеги. Ольга Валентиновна, профессия педагог требует особого эмоционального и физического напряжения. Подскажите, посредством чего вы набираетесь новых сил, идей и вдохновения? Уважаемые коллеги, я на данный момент не являюсь мамой еще, у меня нет своих детей, и все эмоции, все силы я даю как раз у своих воспитанников, своих дошколят. И силы и вдохновение все также берется с этой работы, с работы взаимодействия с ними. Также летом я уезжаю в детский лагерь, где уже работаю с детьми постарше, где также могу проявить свои творческие какие-то данные и развить и проявить как раз у детей постарше те или иные свои личные особенности. Поэтому, наверное, набираться сил, возможностей нужно отовсюду. Все, что окружает нас, это и природа, это и друзья, это и хобби, это и коллеги, это и работа. Все, что окружает нас, оно непосредственно является источником той или иной силы. То ли это эмоциональные силы, то ли это физические и так далее. Я считаю, что я очень счастливый человек, потому что меня окружают настолько удивительные люди, которые помогают мне развиваться и в личностном плане, и эмоциональном. То есть все, что меня окружает, оно способствует силам появлению новых сил для новых свершений. Как стать успешным педагогом? Это очень интересный вопрос. Надо сначала понимать, что для вас такое успешный педагог. Успешный педагог для меня это не тот педагог, у которого портфолио имеет целый набор различных дипломов, побед и так далее. Для меня успешный педагог – это тот педагог, который вызывает положительные эмоции у своих воспитанников, который, я логопед, можно я буду от этого отталкиваться. Педагог-логопед, который может в кратчайшие сроки скорректировать те или иные нарушения у ребенка, для меня это успешный педагог. Успешный педагог – это также человек, который пользуется авторитетом и у взрослых, то есть у воспитанников, у родителей, у коллег. Это успешный педагог. То есть для меня успех – это не наличие каких-то категорий, наличие каких-то дипломов, целую кучу и так далее. Это, конечно, здорово, это замечательно, что педагог в этом участвует, что он проявляет и показывает свои силы, оценивает их, и также показывает свой опыт. Но все-таки самое главное – это дети, потому что наша работа как раз и заключается в работе с детьми, чтобы сделать их успешными. Если будут успешные воспитанники, то и педагог, который этому способствовал, тоже будет успешным. Так, сейчас, секундочку.
По поводу пособий был, да, интересный вопрос. Ольга Валентиновна, вы используете только пособия, изготовленные вами и детьми, или применяете классические наработки Нищевой, Комаровой и других педагогов? Отслеживали или нет эффективность от игровой логопедии в сравнении с более привычными занятиями? Детьми какого возраста вы занимаетесь, только подготовишками? Уважаемые коллеги, можно я начну немножко с конца отвечать на этот вопрос, так как я работаю логопедом на логопункте, у меня очень много детей. У меня несколько групп, подготовительной группы, и поэтому в первую очередь я беру их, а потом уже детей старше, средние и так далее. Но, к сожалению, детей настолько много, что даже до старшей группы я еще пока ни разу не доходила. Да, я работаю с детьми подготовительной группы, то есть с теми детьми, которые вот-вот пойдут в школу. Моя непосредственная обязанность сделать так, чтобы дети выпускались из детского сада с чистой речью. Так, а что касается пособий, я не хочу сказать о том, что я в своей работе использую только логоборд или только театр в кармане. Конечно, различное разнообразие дидактических пособий, материалов, игр. Я использую также и авторские наработки. То есть здесь необходимо уметь сочетать и совместную деятельность в плане творчества на логоборде и также те наработки, которые уже имеются. Так, и сейчас еще вопрос. Перед поступлением в школу есть смысл пойти с ребенком к логопеду, даже если он хорошо разговаривает? Уважаемые коллеги, я думаю, здесь, наверное, был вопрос больше как от родителя, потому что, наверное, я все-таки каждому родителю я советую хотя бы в 4 года отвести своего ребенка к логопеду на консультацию. Также я говорю это воспитателям, чтобы они передавали эту информацию, и когда ведутся различные родительские собрания, я также разговариваю с родителями на эти темы, потому что мы очень часто взрослые не слышим те речевые нарушения у детей, которые не имеются, которые может наблюдать только узкий специалист. К сожалению, многие родители игнорируют эту информацию, и когда мы уже видим в подготовительной группе, к примеру, большое количество нарушений именно речи, это следствие того, что родители вовремя не отвели ребенка к логопеду. Или же у меня, например, бывает одна из частых проблем – это нежелание осознать то, что у ребенка есть данная проблема. Я думаю, что логопеды меня в этом плане сейчас поддерживают, потому что когда мы смотрим детей еще совсем маленьких, мы наблюдаем у них некоторые нарушения, недостатки, и об этом сообщаем родителям. Есть такие дети, которым необходима уже логопедическая помощь прямо сейчас, не дожидаться моего вмешательства чуть в старшем возрасте. А есть также дети, которым необходимо пройти ПМПК и перейти уже из детского сада, в котором есть логопункт, перейти в детский сад, где имеется логогруппа и будет уже профессиональное взаимодействие с этим ребенком со всех сторон. К сожалению, очень многие родители этот момент игнорируют, и на выходе мы получаем то, что мы получаем. То есть тех эффективных методов, не то говорю, простите, то, что мы уже в подготовительной группе, мы не можем исправить все те нарушения, которые имеются у ребенка здесь и сейчас, потому что нужно было взаимодействовать с логопедом ранее. Поэтому в любом случае, даже если вы слышите, что у ребенка все замечательно, на ваш взгляд, что речь у ребенка чистая, он очень четко, красиво, правильно разговаривает, сводите на консультацию к логопеду. Либо убедитесь в том, что у вас такой замечательный ребенок, либо, возможно, вы узнаете какие-то небольшие недочеты, которые можно исправить прямо здесь и сейчас, особо не вкладывая сил, потому что в будущем, когда будет взаимодействие с логопедом уже более усердное, там будет потрачено на это более длительное время.
Как убедить родителей воспитанника, нуждающегося в помощи узкого специалиста, совместно с педагогами вести работу дома? Это, как я понимаю, по поводу домашних заданий. Я думаю, что многие воспитатели и логопеды, и, в принципе, все коллеги отмечали у некоторых своих воспитанников такое особенное, что дома не выполняются те рекомендации или те задания, которые даются им на дом. У меня бывают тоже такие моменты, и, к сожалению, это идет сейчас не от детей, а от родителей. Часто ко мне приходят дети, чуть ли не плачут и говорят, что, простите, пожалуйста, мы дома не занимались, я маме 5 раз говорила, она говорит, попозже, так со мной и не позанималась. Совсем недавно у нас был случай, что ребенок мне попросил ему написать такую рекомендацию, которую он может сам сделать без почтения и заглядывания мамы в тетрадку. То есть это говорит о том, что у детей есть интерес к выполнению домашних каких-то рекомендаций, игр, заданий, а у родителей, к сожалению, сейчас очень мало времени именно на взаимодействие с детьми, на выполнение заданий. То есть они считают, что это необходимо только детскому саду, не надо родителям в это вникать или не тратить свое время. Здесь мотивация мне немножко тоже непонятна, но с такими родителями я веду индивидуальные беседы. Я говорю о том, что если мы с вами не будем взаимодействовать вместе, то есть я даю какие-то рекомендации, которые займут у вас небольшое время взаимодействия с ребенком. Это не будет сложно, это ребенок уже знает, умеет, это нужно просто немножко повторить, поиграть, это не займет много времени. Когда родители это слышат, они уже немножко по-другому смотрят. И я также говорю, что, понимаете, если мы с вами будем взаимодействовать в тандеме, то результат не заставит себя ждать. Если вы также будете игнорировать какие-то мои рекомендации, то, к сожалению, результат будет, он будет, но он будет не сразу, как бы хотелось. И, к сожалению, в этом случае мы можем даже к школе не успеть исправить все те нарушения, которые имеются на данный момент. Очень часто я сравниваю, особенно если ко мне приходит мама, я сравниваю это как с походом в спортзал. Представьте, что вы, точнее ребенок это вы, только вы ходите в спортзал, а вечером приходите и после спортзала вечером приходите и кушаете тортик, салатик и так далее, и не понимаете, почему нет результата. Вроде в спортзал вы ходите, но результата все равно нет. А все потому, что необходимо не только остановиться на вот этом спортзале, а также поработать немножко с собой. Поэтому родители, мы немножко с юмором к этому ко всему относимся, и потом уже понимаем, что да, действительно, потратить буквально 5, 10, 15 минут своего драгоценного времени и получить при этом веселые эмоции от взаимодействия с ребенком, и при этом получить результат красивая, правильная речь ребенка. Почему бы и нет? Мне кажется, что это очень хорошо. Я готова ответить на вопросы, да, по конкурсу. Большое, Ольга Валентиновна, да, вопросы, которые касаются деятельности логопеда, их было действительно задано очень много, да, то есть мы еще даже на часть вопросов не ответили. Единственное, я прошу, прежде чем мы перейдем к вопросам, заданным участниками о вашем участии в конкурсе, задать вам тот вопрос, который поступил сегодня утром. Я думаю, что он тоже интересен очень для всех. Зачитываю в оригинале. Хорошо, вот как человек написал, я вам так и зачитаю. Учиться, общаться, работать дистанционно без личного присутствия. Такая практика существует и у некоторых логопедов. Вопрос. Этот способ приносит результат? Я против этого способа. Это мое личное мнение, поэтому здесь я снимаю шляпу перед теми логопедами, специалистами, которые могут дистанционно работать с детьми, потому что я все-таки считаю, есть те моменты, которые дистанционно, к сожалению, ты никак не сможешь устранить. У нас у всех, наверное, был опыт такого взаимодействия, когда мы ушли все на самоизоляцию, и я поддержала
точнее, предложила родителям не заканчивать наши занятия, а вести их онлайн, потому что все-таки это был уже конец года, у нас у всех у детей были звуки поставлены, навыки уже наработаны, то здесь нужна была лишь отработка того, что имелось на данный момент, и немножко корректировка. И я скажу вам честно, что мне было очень сложно, потому что все-таки здесь я уже иду от себя. Я человек тактильный, мне необходимо видеть глаза, мне необходимо видеть живую реакцию, мне необходимо понимать, интересно ли ребенку или нет, потому что в какие-то моменты камера перестает передавать четкий звук, передавать четкое изображение, что как специалисту мне это большой минус, потому что я не понимаю, сейчас ребенок правильно все сделал или какие-то у нас есть еще так скажем, недочеты. То есть здесь я считаю, что все равно каждый идет от себя, как работает специалист. Есть те, кто может виртуозно работать через камеру и действительно добиваться высоких результатов, но, к сожалению, я не отношусь к таким специалистам. Мне необходимо все-таки живое общение с ребенком и все-таки вместе один на один там, или в мини-группах я могу использовать больше различного материала, который позволит ребенку как раз развиваться, потому что через экран, используя только экран и все то, что можно показать на экране и через экран, я считаю, что это все-таки недостаточно. Хорошо, спасибо вам большое за профессиональную позицию. Я знаю, что эту позицию разделяют многие логопеды, поэтому вы не одна. Я думаю, что вы тоже общаетесь в своем профессиональном сообществе, вы как бы, имеете поддержку вот своей профессиональной позиции. Это нормально, это хорошо. Так, теперь о конкурсе. Уважаемые коллеги, сразу хочу сказать, что Ольга Валентиновна этих вопросов не видела, поэтому эти вопросы вот именно касающиеся участия в конкурсе, потому что всегда интересен вот такой вот живой диалог, такая непосредственная реакция, которая поступает сразу после того, как вопрос услышан. Поэтому позвольте мне, пожалуйста, от вашего лица задать вопрос Ольге Валентиновне. Я думаю, что вы на эти вопросы прекрасно ответите, Ольга Валентиновна, поэтому давайте начинать, да? Да? Значит, вот такой, например, был вопрос. Как вы считаете, почему нужно участвовать в конкурсе и чем вы себя мотивировали для участия в конкурсе? Для чего? Отвечая на этот вопрос, я, наверное, скажу от себя. Так как я участвовала с 2016 года в профессиональных конкурсах, я дам такую рекомендацию именно участвовать, потому что благодаря конкурсу за короткий срок ты настолько повышаешь свою квалификацию, профессионализм повышается, уже видишь недочеты не только в других, но и в себе, потому что именно конкурс, он позволяет действительно здесь и сейчас обучаться, потому что у тебя нет, в принципе, выбора, ты должен понимать то, о чем ты говоришь, о чем сейчас говорит, в принципе, система образования, о чем говорят твои конкурсанты, нужно быть в теме. Для того, чтобы быть в теме, нужно очень много знать. А чтобы много знать, нужно непосредственно это изучать. И именно конкурс, он помогает расти и как педагогу, и расти как личности, потому что есть очень много ситуаций, которые необходимо пройти. Это и страх, это и стыд, и волнение, и очень много, наверное, работы именно над собой, как над личностью, со своими эмоциями, со своими страхами, страх публики, страх что-то забыть, не успеть, не сделать. То есть именно конкурс, он закаляет как педагога, как и личность. То есть, в принципе, отвечая на этот вопрос, я считаю, что это нужно пройти даже больше не для того, чтобы победить, не для победы, а для своего личного развития. Спасибо большое. А вот еще, еще такая вторая часть этого вопроса. Чем вы себя мотивировали для участия в конкурсе? Мы понимаем, что вы уже их прошли несколько. Если вы говорите, что с 2016 года вы проходите. Вот чем вы себя мотивируете для участия в этом конкурсе? Моя мотивация была очень простая. В 2016 году, то есть я всего лишь год отработала в профессии, я поучаствовала в конкурсе «Педдебют», и там я на самом деле была где-то в середине. У меня не было тех эмоций, которые я хотела получить от этого конкурса. Я шла очень уверенно, я знала, что я все знаю, я молодец, я только из института, у меня очень много знаний, я сейчас всем все расскажу, покажу. И оказалось, что
В общем, моя самооценка, она вернулась на тот уровень, на котором сейчас она находится. Я адекватно отношусь к себе, к своим знаниям и ко всему остальному. И каждый конкурс, который был, то есть «Воспитатель года» на всероссийском уровне, это был уже 6-й профессиональный конкурс. И для меня конкурс – это именно доказать себе, что я на самом деле что-то знаю, что я на самом деле что-то умею, и у меня на самом деле что-то получается. Это также доказательство себе самой, что я на правильном пути, что у меня действительно те взгляды именно на образование, на воспитание детей, которые у меня имеются, они в нужном русле. И также каждый конкурс, после каждого конкурса я выходила все-таки с разными эмоциями, и после «Воспитатель года» на всероссийском конкурсе тоже, потому что я понимаю, что я могу дать на самом деле, что, оказывается, у меня есть еще и такие возможности, я еще и это умею, и это хочется все не то что показать, а вот именно транслировать для своих воспитанников. То есть я, участвуя в конкурсе, я заряжаюсь тем профессионализмом, который транслируют другие коллеги. А на «Воспитателе года» это 86, сколько у нас было участников, я уже, честно, забыла. 88. Это лучшие педагоги регионов, то есть это было настолько необычно, это настолько трогательно, это уникально познакомиться с опытом лучших, и я считаю, что это просто замечательно, потому что каждый конкурс – это еще и площадка для взаимообмена какими-то опытами, какими-то знаниями, какими-то находками. То есть это как раз то, что помогает нам, педагогам, расти. Извиняюсь, то, что я повторяюсь. Мгм. Хорошо, нет, спасибо, потому что это внутренняя мотивация, она вот, которая вами движет, да, получается, и по сути, если человек вступает в конкурсное движение, то внутренняя мотивация должна быть очень сильная на свое личностное и профессиональное развитие. Поэтому как бы вы об этом открыто говорите, и это замечательно. Дальше следующий вопрос. Как вы готовились? Какие трудности возникали? Значит, с кем советовались? Вот хорошие вопросы. Как готовились, какие трудности возникали? С кем советовались? Какая была вам прошу прощения, какая была вам оказана поддержка в детском саду? Либо вы самостоятельно готовились, и от кого вы ощутили, ну, вот, реальную поддержку? Вот прям вопрос именно со словом «реальная», то есть такую действенную. Я понимаю, о чем этот вопрос. Коллеги, мне на самом деле очень повезло, потому что на всероссийский этап, вот именно на всероссийский конкурс, я уже выходила не одна, я выходила с командой. Со мной вместе работали порядочное количество людей. Это моя команда, это Институт развития образования Ярославской области, это информационно-образовательный центр города Рыбинска, откуда я. Это также у нас есть в городе клуб «Профессионал», называется он, города Рыбинска. То есть там в этом клубе состоят педагоги, которые прошли через конкурсы и являются либо лауреатами, либо победителями. То есть здесь тоже мощная была поддержка. А также это коллеги моего детского сада и коллеги разных детских садов, на площадках которых мы пробовали те или иные элементы взаимодействия с детьми, потому что, зная своих детей и зная, что они умеют, и как я на это реагирую, и как они на это реагируют, здесь необходимо было все-таки взаимодействие с чужими неизвестными детьми, потому что для конкурса это все-таки очень важно, это закрепляет как раз именно педагога. То есть команда у нас была большая, они меня и помогали, и поддерживали, и мы готовились. Воспитатель года у нас, лично у меня было это 3 этапа: муниципальный, региональный и уже потом всероссийский. То есть были определенные наработки на муниципальный этап, затем они немножко видоизменились на региональный, и на всероссийский мы тоже еще отредактировали их, посмотрели, что действительно идет хорошо, а над чем нужно еще поработать, а что лучше вообще убрать, что не дает того ожидаемого результата. То есть здесь было больше даже самоанализа, нежели самой такой работы, но были какие-то, например, вот мероприятия с детьми, здесь мы, конечно, создавали все с нуля, потому что те наработки, которые были, они немножко не подходили по тематике, предложенной вот именно конкурса. Здесь было немножко посложнее.
потому что все-таки я логопед на логопункте, и у меня нет такой нагруженности с детьми. Я имею в виду то, что у меня основная форма работы с детьми – это индивидуально или мини-группы по похожим нарушениям. А здесь нужно было дать мероприятие с детьми, где их было 10 человек, то есть это совсем разные дети, они не схожи ни по нарушениям речи, у них только одна возрастная категория. То есть здесь было немножко мне посложнее, но я надеюсь, что мне все-таки удалось получить ожидаемый результат. Скажите, пожалуйста, Ольга Валентиновна, вот такой вопрос на конкретизацию. Вот когда вы говорили о том, что за вашей спиной была сильная поддержка, да, ну, с которой вы шли дальше, 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 скажите, пожалуйста, вот какое имеет значение единомыслие в этой поддержке? Я думаю, что это одно из самых ключевых моментов, потому что если, например, даже если будет самая сильная команда, и они мне будут говорить те вещи, которые мне противоречат, к сожалению, на конкурсе, даже если я буду говорить словами этой команды, я не смогу донести не ту мысль, не ту идею, которая была изначально представлена. То есть и даже на конкурсе была, может, одна из моих особенностей, я была такой, какой я была на самом деле. Я не пыталась из себя показать суперпрофессионала, который может жонглировать различными терминами и использовать их через слово. То есть я рассказывала, показывала то, что я на самом деле умею, то, что я на самом деле могу, не показывая что-то чужое, то, что действительно шло от меня, то, что было моим, и то, что мы вместе с командой смогли показать, сделать и в итоге продемонстрировать. Здесь, наверное, очень важно все-таки быть собой. Хорошо, спасибо. Ну и такой еще последний вопрос в этом направлении уточняющий. Скажите, пожалуйста, если вдруг складывается так, ну вот конкурсант, он выходит на конкурс, вне зависимости от того, на каком уровне, неважно, муниципальный, республиканский, российский, потому что опыт такой есть. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Если он выходит и он понимает, что он идет в противовес тому мнению, которое трактует его группа поддержки, ему лучше сразу отказаться от такой группы поддержки или как бы делать вид, что все равно мы вместе, мы приезжаем, мы команда и так далее, так далее. Это ваше профессиональное мнение. Мне кажется, что здесь такой коварный, интересный вопрос. Да, бывает, что с группой, я не знаю, у меня такого не было, слава богу. То есть мы всегда шли вместе, и у нас было так, что у нас были разногласия. То есть я говорю одно, группа говорит другое, и мы вместе думаем, понимаем, да, действительно, вот здесь нужно вот это взять, а отсюда, то есть как бы нужно приходить к компромиссу, потому что все-таки если с участником работает группа, а мы прекрасно понимаем, что эта группа, она создана не случайно, это профессионалы, это педагоги, которые прошли через эти конкурсы, это люди, которые работают, возможно, в инновационных площадках, они больше знают, они больше умеют, практикуют. То есть здесь нельзя быть таким человеком, который на все закрывает глаза. То есть нужно понимать, что предлагает группа, а насколько это реально, насколько это мне интересно. То есть были у нас находки, которые предложила как раз та группа, которая со мной была. Я с такими глазами восхищенными бегала, говорю, как вы это придумали, это же здорово, это замечательно. А мы еще можем туда это добавить. И в итоге получился тот совместный такой интересный продукт. А если отказываться от всего того, что говорит группа, то, мне кажется, наверное, и результата не будет. Но и если нести только то, что близко только тебе, то здесь, наверное, не будет никакого развития. Здесь тоже такой вот интересный немножко момент. Наверное, все-таки самое важное – это найти точки соприкосновения, прийти к какому-то некому компромиссу и понять вообще, что на самом деле близко, что ты сможешь транслировать, а что на самом деле тебе никакого отношения не имеет. То есть у нас тоже бывали такие супер идеи, но я понимаю, что я не смогу их показать, потому что они противоречат мне. Я логопед, я должна на это по-другому немножко смотреть. Хотя идеи были супер замечательные, и я даже в какой-то момент говорила, может, я скажу, что я воспитатель, а не логопед, потому что мне очень нравится та идея, которую вы предлагаете, но она немножко ко мне не имеет никакого отношения. Поэтому здесь нужно все-таки
работать вместе и быть на самом деле командой, а не чтобы каждый участник вот этой поддержки тянул одеяло на себя. Хорошо, Так не будет. спасибо. Да, спасибо, но я бы, наверное, сюда еще дополнила, да, сразу, что потом больше уже об этом не говорить. Конкурсант, конечно, очень должен хорошо владеть тем содержанием, которое он преподносит. Очень хорошо. Он в совершенстве, вот вдоль и поперек должен владеть этим содержанием. И вопрос как раз был связан с тем, что сейчас очень много инновационного в системе дошкольного образования, которое получает нарекания или не нарекания, да, приветствуется. Но в этом, конечно, нужно разбираться. Но это тема другого разговора. Дальше, Ольга Валентиновна, вот еще следующий вопрос уже касается непосредственно самих конкурсных мероприятий. Значит, смотрите, вопрос связан с тем, что должны ли быть связаны педагогическая находка и мастер-класс, ну, мастерская, читаю, да, по содержанию, педагогическая находка и мероприятие с детьми. Да, вот как ваше мнение, должно ли быть это связано, эти мероприятия связаны? На любом уровне, не обязательно на российском, вот ваше мнение какое? Я считаю, что да, все-таки тема, она должна быть одна и та же, которую вы несете, ключевая идея. Да, ее возможно раскрыть по-другому, по-разному. Даже, например, у меня логоборд, он состоит из определенных наборов, там, обои, ковролин и так далее, и набор неоформленного материала. То есть на педнаходке я рассказала про сам логоборд и как я его использую, а неоформленный материал я оставила на мастерскую, чтобы показать, что я делаю именно с этим материалом, как его можно использовать в своей деятельности, чтобы не раскрывать все вот эти тонкости. И если, например, брать как раз-таки вот эту вот связь, вот в 2016 году, когда я участвовала, у меня как раз было так, что занятие у меня было по одной теме, которая у меня замечательно получалась. Я считала тогда, что ИКТ – это наше все, и я умею больше, чем кто-либо и так далее. А тему я показывала совсем другую. То есть то, что у меня там хорошо получается, у меня была абсолютно другая тема, вообще никоим образом не связана с ИКТ. И то есть здесь у меня получилось, что у меня было выступление, так сказать, это не конкурс, а выступление. Я показала все, что у меня хорошо получается. Я вот это могу немножко здесь показала, я вот это еще умею, а еще я вот это могу. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые члены жюри. А то, что в итоге получается, что никакой связи нет, о чем хотел донести педагог, непонятно, в чем все-таки его новинка, в чем его все-таки уникальность, так и непонятно. То есть здесь, наверное, нужно, чтобы какая-то была все-таки ниточка, которая свяжет все эти мероприятия. И эта ниточка, я так правильно, надеюсь, что мы правильно понимаем, что это некая такая ведущая идея, которую вы именно как педагог несете, вы транслируете, да? Правильно я понимаю? Именно идея, да? Да. И еще тогда скажите, пожалуйста, Ольга Валентиновна, у меня от себя уже вопрос вот по ходу того, о чем вы говорили. Вот вы сказали, что что-то вы показали на педагогической находке, что-то вы оставили для мастерской. Вы были настолько уверены, что вы выйдете в финал, что вы оставили что-то для мастерской и не показали я не была уверена. Даже до последнего, когда объявили мою фамилию, я долго стояла, точнее, я шла и думала, точно меня вызвали. Я смотрела по сторонам, я не понимала и не верила на самом деле. Нет, это была некая стратегия, так скажем. То есть, в принципе, если я расскажу про неоформленный материал и его не покажу, это будет не так эффектно, это не запомнится. И это я оставила на мастер-класс, понимая, что там как раз взаимодействие с фокус-группой, с членами жюри, как раз я смогу донести уже более ярко, подробно все то, что хотелось бы сказать. И то есть, как бы я не скажу, что это я изначально планировала и все было готово. В ночь до мастер-класса очень много было переделано, потому что такого результата мы, конечно, не ожидали. И мы с многими финалистами, девочками потом общались. Говорят, мне просто пришлось заново придумать какой-то мастер-класс. Как так? Почему я в финале? Многие не верили, хотя, наверное, это некий... И плюс и минус именно педагогов мы многие почему-то в себя не верим. Мы считаем, что то, что мы показываем, то, что мы транслируем, оно не должно вызвать такого высокого одобрения с точки зрения как раз коллег и так далее. Я считаю, что все-таки
наверное, и у меня это тоже есть. Я всегда не верю, не понимаю и всегда очень Мгм. сильно благодарю всех тех, кто хотя бы раз скажет мне спасибо, это было интересно. Нужно, наверное, нам, педагогам, самим себя любить, не забывать, что мы, как и наши дети, мы тоже все уникальны, у нас все замечательно, все получится. И нам тоже нужно давать эту инициативу, эту самостоятельность, необходимо ее проявлять. И потому что мы очень много хотим от детей, мы очень много им даем для того, чтобы они были успешными, и мы всегда радуемся их победам, их каким-то новым достижениям, но мы забываем почему-то иногда про себя. Нужно себя тоже иногда хвалить, но знать меру. Да, но мне кажется, что у вас очень большой такой багаж. Это именно багаж участия в конкурсах разного уровня и, ну, не знаю, профессионального ли мастерства все эти конкурсы были, вот про которые вы говорили, что вы участвовали с 2016 года. И этот опыт, он все равно, это осознание у вас после каждого конкурса приходит осознание чего-то другого. И вот у вас как копилочка она была, и поэтому, мне кажется, это очень заслуженная даже у вас победа, потому что вы прошли весь путь от где-то, может быть, неожиданности, которые изначально были для вас, а потом вы росли. Вот как, и поэтому, мне кажется, ну, это закономерность. Вот это мое мнение, когда человек много участвует везде, в разных планах, когда он ищет вот эту истину, которой, ну, вот, чтобы его это понимание было, да, пусть у вас это ключевая идея. Мы сейчас не говорим там традиционно, инновационно и так далее, а именно о том, что вы хотите донести до профессионального сообщества. И мне кажется, вот это тоже один из таких составляющих, ну, успеха, наверное, победителя, абсолютного победителя. Спасибо, Ольга Валентиновна. Ну, мы движемся дальше. Я надеюсь, что вы еще не устали. Мы Нет. не замучили вас своими вопросами, но вопросов, правда, у нас всегда очень много. Скажите, пожалуйста, вот я понимаю вопрос наших коллег, и я немножко просто вам объясню. У нас в регионе на республиканском уровне, я не могу сказать за муниципальный уровень, потому что, ну, везде все по-разному, но на региональном уровне мы никогда не ставим темы занятий для детей. У нас нет такого, потому что мы считаем, что если у человека есть находка, она не всегда должна укладываться в те темы, которые предлагаются. И поэтому у нас просто их нет. Но на российском уровне это есть. И поэтому вопрос связан как раз с этим. Нужны ли темы занятий для конкурсного испытания с детьми? Вот как вы считаете? Если нужны, то почему? Если не нужны, то тоже, да. Вот хотелось бы ваше мнение услышать. То есть у Ну, нас на самом деле тоже, когда я участвовала на региональном этапе, у нас просто я показывала занятие, которое было придумано не на какую-то определенную тему. То есть также у нас, в принципе, как у вас, одинаковые условия. То есть на Россию мы тоже выходили и увидели список этих тем, и были немножко в неком шоке, потому что все-таки какие-то темы, они ко мне никакого отношения не имеют, в принципе. Я не знала, как мне, что мне делать с детьми именно для того, чтобы раскрыть данную тематику. Нужны или не нужны, здесь, наверное, такой двойной все-таки ответ я дам, потому что, с одной стороны, они не нужны, потому что они ставят определенные рамки и не позволяют, наверное, раскрыться в полной мере, как хотелось бы. То есть, если я сравниваю занятие, которое было на регион сделано и которое было показано всероссийски, мне ближе все-таки на регион, потому что здесь я раскрыла как раз не только свои сильные стороны, но и смогла как раз показать все то, что хотела показать. А на всероссийском, конечно, мне повезло, что дети были очень активные, инициативные, самостоятельные, все как надо, и они смогли тоже показать все то, что я планировала, но все-таки занятия, когда мы... Мне кажется, может, это уже зависит от того, что мы такой народ, когда нас ставят определенные рамки, нам становится сложнее, нам становится труднее, потому что у нас уже все-таки наша широкая душа, она уже становится в каких-то определенных рамках. И, наверное, занятия, если и брать тематику, не знаю, с одной стороны, очень жесткие границы, и уже становится сложнее реализовать планируемо, а с другой стороны, мы находимся все в одних условиях. То есть у каждого есть эта определенная тематика, у каждого вот есть эти сложности, то здесь двояко. С одной стороны, мы все в одних условиях, с другой стороны, эти условия, они очень нас ожесточают. Я не знаю, спасибо. правильно сказать на этот вопрос, но на самом деле это была одна из трудностей подготовки к конкурсу. Попробовать раскрыть ту тему, которая была заложена в той или иной теме.
Мгм, мгм. Да, и как бы мы вас понимаем. Я надеюсь, что те, кто задали этот вопрос, они тоже вас прекрасно понимают. И вот здесь как раз связан вопрос, как продолжение, какая из тем? Вот в этом году были предложены ряд тем, которые, наверное, вы знаете точно наизусть, да? У нас об этом знают только наши участницы конкурса, а остальное профессиональное сообщество, оно не знает. Поэтому вот здесь вопрос все равно был связан, какая из тем, предложенных организаторами конкурса в этом году, для вас была наиболее сложной? Наиболее сложной. Так. Мгм. Ай. Хлеб всему голова, наверное, был наиболее сложный. Да, а почему? Почему для вас была эта тема сложной? Вот Потому почему? что именно здесь, учитывая, что я работаю на логопункте, у меня свои более узкие задачи, нежели у воспитателя. И когда мне дают группу 10 человек и тема «хлеб всему голова», у меня возникает вопрос, что я, как логопед, должна делать с детьми? Испечь Мгм. хлеб? Ну, конечно же, нет, потому что это не мои компетенции. А Мгм. что я должна сделать? То есть здесь нужно очень тонко не уйти совсем в логопедию и не показывать чисто от А до Я логопедическое занятие с незнакомыми детьми по теме, не зная, что они даже знают по этой теме, какие у них есть знания, потому что все равно какие-то какая база у детей, необходимо это тоже понимать, Мгм. и сделать интересное занятие на, казалось бы, такую банальную тему. Я уж извиняюсь, что я так говорю, но как бы хлеб всему голова, нужно, это конкурсное занятие, нужно сделать какое-то вау с незнакомыми детьми. Ну, это все равно, это сложно. Мне Мгм. очень понравилась тема «Мы такие разные, но мы Мгм. вместе». Здесь это, мне кажется, такая почва для раскрытия, в принципе, большинства, для Мгм. большинства педагогов. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Но небольшая такая ремарка, когда наша участница тоже готовилась к конкурсу, там тоже была, естественно, тема, да, «Хлеб всему голова», а наша участница– это педагог дополнительного образования по Мгм. хореографии. И вы представляете, да, то есть танец и вот эта тема. И, конечно, она у нас большая молодец, потому что она не перешла вот эту тончайшую грань воспитания, вот, я не знаю, такого бережного, что ли, отношения к хлебу, именно, да, Мгм. вот к тому, чему нас учили. И она вот при помощи, у нее идея ключевая– это импровизация. То есть у нее нет готовых танцев, у нее нет готовых постановок, они очень много импровизируют с детьми. И вот представьте, да, как импровизацию связать с такой очень тонкой темой. Но вот когда мы смотрели, у нее как бы эта линия получилась. Поэтому да, есть темы, которые Большая ставят, молодец. да, ставят нас в тупик, потому что мы, например, не понимаем, то есть для чего, зачем это нужно. Ну, вот мы, профессиональное сообщество, но для педагога, который пробует, ищет, находит и понимает, что он справился даже с этой сложнейшей темой, именно не с позиции себя как педагога, а с позиции то, что это занятие несет этим детям, которые здесь. И вот мне кажется, вот этот такой прирост, он очень, ну, значительный для конкурсантов, которые справляются с этими задачами. Ольга Валентиновна, следующий вопрос тоже связан с занятиями с детьми. Как у вас проходило мероприятие с детьми на конкурсе? Вот как оно проходило, ваши впечатления, ваши ощущения, вот они какими были? То есть все шло как запланировано, что-то пришлось поменять. Вот как вот немножко об этом, да, немножко. Занятие началось на 5 минут раньше, чем я планировала. Я стояла, ждала, когда придут судьи, когда придут дети. Пришли судьи, они уже Идея сидят, это говорят, ну, хорошая. начинайте. А я смотрю на часы, понимаю, что у меня 5 минут, я должна еще собраться, я еще не готова. Но здесь пошли дети, и я вообще забыла, что я хотела, что я переживала, потому что как раз наверное, у нас у всех, у педагогов такое есть, когда мы видим детей, начинаем с ними взаимодействовать, мы забываем и вообще не обращаем внимания, что есть вокруг, кто смотрит, что говорят. Нам главное, что испытывают дети, что они говорят, что им интересно или неинтересно, чтобы успеть как раз изменить уход событий. Мне повезло, дети были, они, наверное, только при том, когда говорили мне там «здравствуйте», сначала были немножко напряжены, а потом мы настолько
друг Мгм. другу открылись, и я уже за ними начинала там даже бегать, потому что они были настолько активные, они уже сами додумывали, сами придумывали. То есть здесь и уже я шла, не они шли за мной, или я шла с ними вместе, то есть я шла за ними, я позволила Мгм. им идти вперед, и, конечно, некоторые игровые упражнения планировалось провести совсем по-другому, но дети увидели иначе, я не могла им сказать, что нет, мы так делать не будем, мы будем делать так, как я это решила, как я запланировала. И поэтому нам пришлось некие моменты как раз занятия, ну, мне пришлось видоизменить, то есть даже судьи не поняли, только при самоанализе я сказала, что здесь мне пришлось немножко варьировать. Говорит, ну это здорово, потому что дети, они как раз сами пошли вперед, они проявили свою инициативу, и они увидели от меня поддержку, а не какие-то ограничительные вот эти вот слова и так далее. То есть Ну, это они правильно. смогли сделать то, что они хотели, что они могли, что они хотели, то они и показали. А я лишь работала с тем, что уже они показали, и пыталась это немножко видоизменить для того, чтобы как раз решать коррекционные задачи, а не просто нам всем Мгм. повеселиться. То есть им Мгм. было интересно. Самое главное, наверное, то, что им было интересно. И дети в конце сказали, что я их поблагодарила, что они так активно работали, мы там провели самоанализ, они очень много всего интересного наговорили и сказали в конце спасибо вам большое, нам было интересно. Я говорю, мне тоже было интересно. А нам было еще интереснее, чем вам было интересно. И у нас началась такая интересная, очень интересная словесная какая-то игра. Уже судьи тоже, члены жюри ушли, потому что уже время вышло, и мы как раз все успели. На самом деле я была немножко в шоке, что мы все успели, потому что было запланировано очень много, а 20 минут все-таки для такого объемного мероприятия это немножко мало, наверное, все-таки, я считаю. Мгм. И нам повезло, что как раз дети были активные, они сумели, успели все, что только можно было сделать. Мгм. Скажите, пожалуйста, все-таки какая тема вам досталась на мероприятии Мне с детьми? досталось «Мой город, моя страна». Хорошая тема, хорошая. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. На самом деле я была удивлена, потому что, ну, мы же, естественно, готовили про Сочи, чтобы детям был знакомый материал. И, к сожалению, те вещи, которые я планировала, что дети города Сочи это точно знают, они это не знали. То есть у них здесь еще пошло не повторение плюс приобретение новых знаний, а, в Мгм. принципе, все для себя они там новое открыли про свой же любимый город. Ну, здорово, здорово, это очень хорошо. И вот у меня тоже вопрос как бы от себя, да, ну, я, в добавление к тому, что задают наши коллеги. Скажите, пожалуйста, вот на всероссийском конкурсе, пока, наверное, без эмоций, да, существует такая практика, когда педагоги, и особенно последние 2 года, педагоги не могут смотреть друг друга на мероприятиях с детьми. Я не говорю про группу поддержки, сопровождения. Эта традиция, к сожалению, она не расцветает на этом конкурсе. А вот именно вам удалось посмотреть мероприятия других коллег? Или у вас тоже были в этом году ограничения, что вы не могли видеть друг друга вот в той группе, в которой вы выступали? Наша подгруппе, я не знаю, как в других было подгруппах, но в нашей подгруппе члены жюри были очень лояльны. Они сказали, если вы хотите посмотреть, вы можете друг друга посмотреть. Мгм. Но мы, никто никому не пошел. Я выступала шестая, то есть мне нужно было сначала собраться с мыслями, а потом подготовить все для занятия. И после занятия, когда я все это убирала, то есть занятия, они все уже закончились, потому что я привезла с собой очень много всего, и пока я это собирала и убирала, то есть несколько занятий прошло. И в сам момент показывания занятия, когда уже, наверное, второе занятие или третье проходило, мне в голову пришла удивительная мысль взять и поменять презентацию, которую я готовила ночью, потому что я поняла, что нет, надо сделать по-другому, а если дети Мгм. вот так, а если то. То есть у меня там все равно был еще анализ того, что мне предстоит показывать, и то есть несколько занятий я потратила на то, чтобы переделать презентацию. Понятно. Но Да. вам было не до этого. Это как бы очень правильно, потому что когда вы идете к детям, вы никогда не знаете, как все сложится. Вы только можете предполагать. Поэтому здесь это как бы позиция, она ваша очень понятна. А другие-то педагоги почему к вам не пришли?
ну, вот, которые до вас все проводили, как вы думаете? Ну, вы же Мне общались кажется, в там группе. уже мы только поддерживали друг друга. Ну как, ну что, ну все хорошо, ну давай тебе удачи, и тебе удачи. И все уходили обратно в свои мысли, вспоминая там слова, сюжет, конспект. Мне кажется, просто это такая немножко стрессовая ситуация, когда ты выступаешь в конце, то есть мне нельзя, например, другой человек. Если я увижу, я расслаблюсь, я не смогу потом сосредоточиться. Как в мастерской, например, я выступала третья, на первом мастер-классе я поучаствовала, а на втором я даже не помню, что было на втором мастер-классе, потому что я ушла в себя, я собиралась с мыслями. И здесь также, здесь мне надо было успеть доделать и переделать то, что я резко придумала, и Мгм. прийти к другим уже я не успела. А другие коллеги, мне кажется, они просто уже провели, у них была все равно стрессовая ситуация. Ты выступаешь первым или вторым, это нужно успеть и собраться, и выступить, и показать, и потом, наверное, уже отходить с мыслями, что было и как было, там самоанализ, мне кажется, он несколько занятий занял у коллег, у меня он тоже занял несколько времени. А потом все равно мы же показывали занятия кто-то на одну группу по 2 человека. И, например, я, кроме своей группы, я не знаю, о каких еще группах там были занятия, то есть идти по детскому саду и всех напрягать этим вопросом, я не знаю. Здесь, мне кажется, уже от желаний и от самой стрессовой ситуации нужно отходить. Если бы Мгм. я была вторая, третья, я не знаю, может быть, я к последнему исходила посмотреть как. А с другой стороны, я приду, а может, педагог так растеряется и не сможет показать все то, что хотел показать. Потому что мы с девочками, как раз с этой подгруппой, мы как-то так друг за друга переживали, мне кажется, даже больше, чем за себя. И не хотелось каких-то новых стрессовых ситуаций создавать для Скажите, участников. пожалуйста, хорошо, скажите, пожалуйста, а у вас на регионе нет такой практики открытости мероприятий с детьми? Да, открыто, пожалуйста, можно смотреть. Даже я, не Мгм. участвуя в конкурсах, приходила на конкурсы, чтобы посмотреть, как педагоги показывают занятия, чтобы посмотреть, научиться. Мгм. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, как бы позиция тоже понятна. Вот здесь еще у нас вопрос, если бы какой этап конкурсный, потому что конкурс ведь включает несколько этапов, да, в себя, заочный этап сначала, потом вот первый очный, второй очный, я имею в виду сам уже всероссийский конкурс, но если на регионе у вас тоже эти этапы, то вот какой из этих этапов для вас был самым сложным? Самый сложный для меня был это ток-шоу, потому Мгм. что необходимо в кратчайшее время найти, собраться с мыслями, сформулировать свою мысль и донести ее. И при этом никого не обидеть, никого не оскорбить и никого не перебить, потому что очень часто возникали такие ситуации на всероссийском, как только я подносила микрофон к рту и хотела что-то сказать, я слышала, что мои коллеги, кто-то уже начинает отвечать. И то есть Мгм. я давала им возможность высказаться, потому что это все-таки, я считаю, некрасиво перебивать других, вырывать микрофон. Даже если коллеги сидели вот рядом со мной с микрофоном, у меня была возможность ответить, мне нужно было просто взять микрофон. Но Мгм. я не могла же его вырвать. То есть здесь тоже какая-то культура именно поведения, общения. И Понятно. очень часто возникали такие ситуации, когда коллеги отвечали на вопрос именно так, как я хотела вот ответить. Причем я уже руку подняла, я уже поняла, что все, у меня замечательный ответ готов, и мои слова почему-то говорили другие коллеги. И здесь, наверное, нужно как раз собраться и сказать кратко. Здесь, возможно, и мое упущение, потому что я, когда вначале нам были некие установки сказаны, нужно было свою мысль донести как можно короче, а не устраивать какой-то тут рассказ и сказкопение. И поэтому я так и старалась отвечать. Когда мои коллеги начинали выступать, некоторые, я очень распереживалась, потому что поняла, что я буквально 2-3 предложения сказала, и все. А коллеги очень много всего интересного смогли донести, распространенно, с примерами, и еще там много всего. И то есть здесь нужно тоже опять не потеряться и быть собой. И Мгм. понимать, какие у тебя есть сильные стороны, а какие у тебя слабые стороны, что лучше, где лучше промолчать, а где стоит на самом деле взять инициативу в свои руки и высказаться. Хорошо, спасибо вам большое. И вот здесь есть тоже вопрос, который связан с волнением.
То есть было ли волнение при выступлении? И если да, то как вы с ним справлялись? Мне, может, немножко повезло, я человек с юмором, то есть я каждое утро начинала с каких-то шуток, у меня сопровождающая, мы с ней столько смеялись, это было невыносимо. Она говорит: Оля, тебе сейчас выступать. Я говорю: все хорошо, все хорошо. Когда была педнаходка, я прекрасно знаю материал, я знаю его наизусть, я могу рассказать его закрытыми глазами. И тут понимаешь, что человек, который передо мной выступает, заканчивает, я поворачиваюсь своей сопровождающей, говорю: Екатерина Анатольевна, я не помню ни слова. Она такая: ты чего? Я говорю: я не знаю, я кроме «здравствуйте» ничего не помню. И потом здесь, мне кажется, нужно просто отпустить ситуацию, потому что однозначно мы все готовились, мы все знаем. Это лишь волнение, это буквально секунда-две, нужно немножко собраться, и потом оно все, что вы знаете, все, что вы умеете, вы покажете. Просто, наверное, нужно немножко собраться. Когда вот я вышла с педнаходкой, я еще шла, я понимала, что я ничего не помню. И думаю, ну, что делать? Я взяла с собой подсказки и решила, что я не буду в них заглядывать, потому что я себя знаю. Если один раз я посмотрела, я оттуда потом глаза ни в коем случае не уберу. Я буду все это досконально читать, это будет уже некрасиво. Поэтому я решила, что я не буду брать ни одну подсказку, я их убрала. Посмотрела на всех, сказала «здравствуйте», то есть тот фрагмент, который я помнила, а потом оно как-то само все уже и пошло. То есть здесь нужно просто немножко расслабиться, и Мгм. все. Ну да, и я бы, наверное, еще дополнила, потому что у вас это очень тоже всегда звучит. Надо быть очень уверенным в том содержании, которое ты преподносишь. Вы же сами сказали, что я знала вдоль и поперек наизусть, Да, поэтому здесь, да. да, здесь именно о том, что очень хорошо педагог должен владеть всем, ну, действительно, содержанием, которое вы преподносите. Если вы работаете с детьми, значит, те методы, приемы, они должны быть опробированы многократно, потому что только тогда они сработают. Все правильно вы говорите, да. Ну, еще несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, Ольга Валентиновна, сейчас я посмотрю. Мгм. В чем секрет успешного участия на всероссийском конкурсе? Именно успешно. Успешно – это значит победа, лауреатство. Вот такой вопрос Мне есть. кажется, успешно здесь проявляется, в данном моем случае, с уверенностью могу сказать, что сначала это был полный неуспех, и он превратился в успех. Здесь, мне кажется, для успеха это все-таки повлияло, наверное, большая работа над собой. Это Мгм. признание своих ошибок. Очень часто мы, к сожалению, видим свои ошибки, но не хотим их признавать, потому что где-то стыдно, может, где-то обидно, потому что вроде ты это все знаешь, и почему такие ошибки элементарные порой совершаешь. Но мне кажется, что здесь необходимо все-таки поработать над собой, понять свои сильные стороны, обязательно их отметить и отметить для себя свои слабые стороны. То есть либо Мгм. это пробелы в знаниях, либо это волнение. То есть нужно здесь понимать, это абсолютно разная градация вот этих сторон, и понимать, что с ними делать. Если это знание, пробелы знаний, ну, здесь понятно, что сделать. Здесь нужно, необходимо, Мгм. конечно, это просто Мгм. э, Погружаться. не знаю, погружение в эту тематику, которая является проблемной и пробелом в знаниях. А также, если это волнение, то необходимо, наверное, больше участвовать в каких-то мероприятиях, даже начинать с спецсоветов. Просто, казалось бы, у себя в коллективе мы очень часто боимся выступать даже перед своими любимыми, родными коллегами. Может даже начать с этого. И потом волнение, оно просто будет незаметным даже. Скажите, пожалуйста, от себя тоже задам вопрос, который, ну, мне сейчас интересен. Вот вы как победитель, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», скажите, пожалуйста, вы вот до участия в этом этапе, вы и ваша позиция профессиональная, нужно ли общаться с победителями предыдущих лет? Именно Всероссийского конкурса. Мгм. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я до конкурса я не общалась с победителем ни того года, ни поза того и так далее. То есть после победы в этом конкурсе было
создано сообщество педагогов-победителей в этом конкурсе, и мы там активно сейчас общаемся. То есть я понимаю сейчас для себя, что вот эти звездочки, как я на них смотрела, как на звездочек в небе, наверное, они стали со мной вместе на одном уровне, и мы с ними общаемся на разные темы, и поэтому друг друга узнаем. Оказывается, что они такие же, как и я, а я такая же, как они. То есть это тоже, мне кажется, очень важно, потому что именно во время конкурса я очень волновалась, на самом деле, когда я ехала на конкурс. Но когда я попала на всероссийский конкурс, на самом деле там такая атмосфера уникальная, удивительная. Там очень коллеги добродушные. Все друг к другу как-то как к родным, я не знаю, относятся. То есть даже в нашей подгруппе мы же боремся за звание абсолютный победитель. А почему мы тогда переживаем друг за друга? Мы желаем удачи, мы держим кулачки. Мы, наоборот, как одна такая большая профессиональная семья стали там. Мне кажется, вот это очень важно. И даже участвовать в конкурсе нужно вот именно ради той атмосферы, которая вот царит на конкурсе. И понимать, что профессиональное общение – это не только опыт, знания, но это еще и тепло, это еще и какой-то такой взаимообмен какими-то эмоциями невероятными просто. Мне не хватит слов описать всю ту атмосферу, которая царила на конкурсе. Это действительно, оно того стоило. Даже если бы я не стала победителем, я восхищалась бы так же, потому что это на самом деле это здорово. И члены жюри, казалось бы, они должны быть такими строгими, нас критиковать. Это то, к чему я готовилась, когда ехала на всероссийский уровень. И когда мы увидели настолько интересных людей, когда члены жюри говорят: спасибо, вы такая молодец, у вас вот это хорошо получается, и ты сидишь уже себя хвалишь, думаешь, у меня действительно это хорошо получается, оказывается, потому что если такие люди говорят такие комментарии, мне кажется, это очень многое стоит. Просто даже побывать на этом празднике профессионального мастерства – это большая уже победа. Спасибо большое, Ольга Валентиновна. Ну, как бы мы были со всех сторон на этом конкурсе и не один год, и со стороны жюри, и со стороны участия, поэтому как бы, ну, у нас есть своя профессиональная позиция, поэтому вам спасибо за вашу профессиональную позицию. И последний вопрос на сегодняшний день, который вот в числе вопросов. Есть ли в планах выездные конференции, семинары и другие мероприятия в разные регионы Российской Федерации? Вот такой был вопрос. Есть они были, и есть, и, как я понимаю, не будут, но, к сожалению, пока вот в таком формате, как мы с вами сейчас общаемся, то есть такой обмен опытом, да, он был, он сейчас есть, и он запланирован еще в декабре, и также в феврале планируется поездка в Ульяновск. Я очень надеюсь, что она состоится, потому что она должна была состояться в ноябре, но, к сожалению, из-за того, что все в мире у нас так меняется, нам все перенесли. Поэтому это все, конечно, планируется, и я надеюсь, что оно все случится и все будет, потому что это, я считаю, все-таки очень важно не только поделиться своим опытом, но и услышать ваше мнение, ваш опыт, то, что вы видите на самом деле, потому что мы, наверное, все-таки должны делиться теми находками, которые у нас имеются, и понимать, что мы можем взять в свою работу, а что стоит нам поменять, там, трансформировать и так далее. Мне кажется, вот это профессиональное общение, даже несмотря на то, что оно все-таки дистанционное, оно все равно очень ценно для любого педагога. Но мы, безусловно, вас приглашаем, если у вас будет желание приехать в Республику Коми, посмотреть, как мы живем, чем мы живем. Дай бог, когда у нас очень высокий порог пока по коронавирусной инфекции в республике, поэтому, ну, если все сложится, мы вас всегда приглашаем, потому что нам тоже интересно профессиональное общение, и вообще взаимодействие, и конкурсное движение, поэтому мы всегда тоже открыты, мы всегда очень рады. Ну и, Ольга Валентиновна, поскольку вот сейчас, пока вы говорили, я ведь понимаю, что на вас возложена еще очень серьезная миссия, да, до 2022 года, если я не ошибаюсь, это вы сейчас у нас являетесь общественным советником министра просвещения, да, по дошкольному образованию. Вот вы пока говорили, я думаю, что-то ведь еще есть, точно, поэтому
вы хорошие, может быть, идеи вы обсудите в своем сообществе ваших коллег, победителей, ну, конкурса. Может быть, такую идею собрать, какие-то предложения хорошие, интересные именно с регионов, да, по тому, как сделать наше дошкольное образование лучше, как сделать детский сад лучше, как сделать так, чтобы педагогам было комфортнее, интереснее, потому что, в принципе, вот миссия ведь ваша сейчас — это дать такие предложения, которые, как, ну, как общественного советника, такие предложения, которые сделают наше дошкольное образование действительно лучше. И первое предложение мы уже можем вам дать. Я думаю, что вы нас услышите. Оно связано именно, знаете, с чем? С тем, чтобы недошкольное содержание не спускалось в детский сад. Потому что в последнее время это что-то происходит невероятное. Ранняя профориентация, финансовая грамотность, функциональная грамотность, волонтерство, брендирование. Это можно просто, я не знаю, много говорить. И вот эти все антикоррупционная составляющая, антитеррористическая, когда с детьми 3-4 лет предлагают. Ну, вы понимаете, о чем я. Да. Поэтому вот это первое предложение, надо сделать какой-то, я не знаю, заслон. Мы, конечно, на своем уровне всегда, ну, понимаем, как это делать, и нормативно, но все-таки как-то на уровне Российской Федерации, ну, хочется, чтобы было сказано стоп, потому что смотреть на занятия по антикоррупции с 3-летними детьми, это, мне кажется, ни в какие ворота уже просто не влезает. Это вот такое первое предложение от нашего профессионального сообщества, потому что мы вчера выступали на международной конференции, ну, наш регион как площадка, очень у нас много интересного, хорошего опыта, поэтому если будет у вас желание познакомиться потом, а такие предложения будет к вам очень много поступать от всех регионов, поэтому чем-то насытиться, чем-то от нас, обогатиться очень интересно. У нас много инновационных площадок, инновационных решений. Мы всегда открыты, мы всегда готовы. Просто дайте об этом знать, и мы все это тоже сделаем. Поэтому, уважаемые коллеги, к сожалению, да, наше время выходит. Мы бы, может быть, еще общались с Ольгой Валентиновной, потому что профессиональное общение, оно всегда очень интересно. Если какие-то вопросы остались еще неотвеченными, дорогие коллеги, которые сейчас нас смотрят, вроде мы постарались ответить на все вопросы, вы сейчас можете, вот еще минуточка-две у нас есть, задать Ольге Валентиновне эти вопросы. Но пока вы думаете, Ольга Валентиновна, правда, огромное вам спасибо за встречу. Всегда очень интересно посмотреть на абсолютных победителей всероссийского конкурса. Мы знакомы с рядом из абсолютных победителей, виделись и общались, и вместе рассуждаем. Поэтому вам спасибо. Спасибо за ваш ясный, лучезарный взгляд и понимание того, что нужно делать сегодня в детском саду. Спасибо за то, что вы растворены просто в детях. Оставайтесь всегда вот такой же нужной, важной, любимой, любящей детей, потому что это такое качество, которое, ну, оно вот не развивается. Оно либо есть у человека, либо его нет. Поэтому у вас это есть. И мы очень рады, что вы такая вся, ну, интересующаяся, интересная. Мы желаем вам только, наверное, Божьей благодати, потому что дар, он приходит только от Бога, да? И вот чтобы вы все свои способности, все свои таланты, которые у вас есть, вы обязательно не утаивали и просто вот с чистым сердцем дарили всегда тем, кто рядом с вами. Поэтому мы вас благодарим. С вами было очень хорошо, интересно. И мы надеемся, что мы еще будем встречаться. Всего доброго. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Спасибо, мне безумно приятно. Я даже сейчас удивлена, посмотрела на время, на самом деле уже 2 часа пролетели очень даже незаметно. Спасибо, это все благодаря тому, что у нас такой был интересный диалог. Спасибо вам большое за это. Спасибо большое, Ольга Валентиновна. До свидания. Ярославской области привет большой от нашей заснеженной республики Коми. У нас -10, у нас много снега, поэтому самыми У нас чистыми... сегодня дождь. Да. Но завтра тоже обещают -10. Посмотрим. Самыми чистыми, добрыми пожеланиями мы с вами прощаемся. Всего доброго, да, Ольга Валентиновна, до свидания. Спасибо большое. Спасибо, да. Чат еще продолжает работать. Да, до свидания. Спасибо большое, спасибо. Уважаемые коллеги, вот как не жалко расставаться всегда с интересными людьми, но все хорошее к чему-то
иногда к какому-то логическому своему завершению приходит, подходит. И мы надеемся, что эта встреча, она оказалась полезной для вас. И в рамках того, что вы увидели, чем занимается, чем живет, чем дышит абсолютный профессиональный, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Ольга Валентиновна. Ну и, конечно, наверное, нашли ответы на те вопросы, которые вы хотели получить. Поэтому всего доброго, до свидания, мы прощаемся. Можно перенести встречу в формат обсуждения профессионального уже за рамками эфира у нас в наших группах или лично. Поэтому спасибо за интерес и до новых встреч, дорогие коллеги. Всех вас очень ценим, очень уважаем и надеемся, что мы все вместе действительно будем делать дошкольное образование лучше. До свидания. Всего доброго из Республики Коми, из города Сыктывкара, из Коми Республиканского института развития образования. Всем спасибо. До свидания, коллеги.